Вообще, ты сразу это в интернет, а интернет зрители знают уже. А про Шумель, вот дата, обрати внимание, мой дорогой, 12-й год. Заложили этот камень, а вообще здесь было, как здесь написано, до 64-го года древний шапсурско-адыгский, шапсурский аул Мугуахабля. Хабля ты знаешь, это населенный пункт. Могуа это фамилия. А Мугу это Очень фамилия. известная, Мугу шапсурская. фамилия. Есть легенда рода Мугу много, героических у каждого рода персонажей за исторический отрезок времени. Так вот, я могу даже рукой показать, вот где это цветет дерево красиво. Видишь, слева самый высокий. Ага, да. Вот там стоит следы домовладения. До сих пор осталось. Именно Мугу. Именно Мулгу старшего. Мы знаем, что его звали Уарзамес. А Алхас его сын, младший сын из 7 детей. Младший сын убил змею. Змею, которая пожирала людей, который ядовито был укус, ядовито был язык, ядовиты были слюна даже. Ничего себе. Якобы здесь давно проплывал корабль, легенда, в общем, гласит. Легенда якобы древняя, как с нартами. И насколько это, но во всяком случае, эта легенда, я верю, что был. Потому что нашли в дереве, где змея окутана была, он оставил меч, оставил саблю, оставил сешхо, меч, не меч, сешхо. Сэшхо это сабля. Нет, сешхо это Нет? шашка. Шашка? Шашка это с нашего адыгского сешхо. Да. Просто не могут сешхо сказать Да, шашка. поэтому шашка. Легче. И появилась термин шашка. А копье он бросил сперва. И лошадь развернул, копьем прищил змею, целые яйца крашена. Когда разворачивался, кровь брызнула на него якобы. Кровь, он знает, что ядовито, и так ему уже смерть не миновать. Для гарантии он развернулся, шашкой порубал его, и шашка застряла от удара в этот дуб, как и копье. Он тогда вытащил кинжал и в голову змею прищил, и сам умер. И недалеко от этого места его могила до сих пор сохранилась. Это вот сын Варзамеса, чей дом здесь стоял. И вот такая легенда богатая. Вот могильник, что я вам говорю, это родовое кладбище рода Мугу. И таких населенных пунктов было 64, 74. Один из 74 хатыней по этой реке возрождается. Это прецедент. Так хочется верить, что по этому пути мы пойдем, а не будем недосягаемые вещи говорить и время упускать. Делать реально. Вот символ возрождения. Первые 2 дома увидел, я верю, что в Мугу здесь детский смех будет раздаваться, возродиться. Аминь. Они очень дружный род. Наконец-то они взялись, и не только камень, они душой сюда, я думаю. Сейчас я хотел бы обратить внимание будущих зрителей данной видеозаписи на вот эту, на то, что здесь написано на этом камне, на русском и адыгейском языке. Это все написано. Адыгском, да, я прошу прощения. На адыгском языке западно-адыгский диалект. Шапк зимар хамыч, не имеющий своего рода, несчастен. Шапк это народ. Тут вот перевод уже есть. Да, зимар хамыч. Правильный перевод. Да. Ишап замышрер пут. Ишап замышрер пут. Ну, дешево. Ну, это вот я заметил, да. И вот здесь тоже правильно переведено. Зишап замышрер на потех. Да. Но вот здесь зишап загадахрер шапкавас. Любящий свой род, достоин предков. Но здесь загадахрер, даха это красивый.
Для того, кто, значит, Нет, Загадахара, Заэтре. Это в данном Любящий. случае это емкое слово. это Загадахара. емкое. Не просто буквально красивый, Для кого, а значит, род знающий свой... адыгский язык, Ага. он поймет. Достоин предков здесь надпись. Здесь возвышающий Загадахара. свой род, достоин самого рода. Понимаешь? А, Всего то есть- рода. То есть не конкретно такой перевод. Но смысловой такой. Смысловой такой, да. Да. А здесь Загадахар это перевел буквально, зная язык. А на самом деле он имеется в виду возвышающий, Всё понял. достойный Всё своего понял. рода. Хорошо. Украшающий свой род. Украшение, Во-во-во. это, да. Украшение, она более емкая, чем красивые внешние.